2,5 года назад героями нашей передачи стала приемная семья Николаевых из Вилюйска. Галина Ивановна и Сергей Сергеевич в тот период времени воспитывали родную дочь и 3 приемных детей. Старшая из них, Василина, в момент нашей встречи училась в авиационном техникуме, приезжая домой на каникулы. Она искренне и с большим уважением говорила о приемных родителях и о том, что они ей дали. И вот спустя 2,5 года мы вновь встретились с Василиной. Сейчас она учится в Северо-Восточном федеральном университете на 2-м курсе геолого-разведочного факультета. Факультет готовит специалистов по нефтегазовому делу, прикладной геологии, технологии геологической разведки. На факультете обучается 625 студентов очного и заочного обучения. Из них 16 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Наша героиня, Василина, учится на 2-м курсе по специальности «Нефтегазовое дело». В университет она поступила после учебы в авиационном техникуме. Интерес к нефтегазовой отрасли и перспектива будущей работы определили выбор специальности. Сейчас мы видим макет нефтепромысла. Здесь представлены макеты резервуара. В этом отсеке морской транспорт, здесь автозаправочная станция и там железнодорожный транспорт. Определение моей будущей профессии было осознанной, так как эта профессия очень перспективная и актуальна. И работники нашей сферы очень востребованы на рынке труда. Молодые специалисты могут запросто найти хорошую работу по специальности. И поэтому я сюда поступила. Благодаря старанию и заинтересованности в учебе Василина является одной из лучших студенток в группе. Василина с первых дней учебы сразу начала проявлять активность, что очень приветствуется во время студенческих годов, студентов разных лет. И, собственно говоря, она помимо того, что успевает на высоком уровне осваивать образовательную программу, плюс еще успевает участвовать на различных мероприятиях, в том числе это общественные начала и научно-практической деятельностью начала заниматься уже, что очень ценится в студентах. Но она к нам поступила после авиационного училища, технического училища, что сразу дало о себе понять, что человек уже знаком со студенческой средой, поэтому адаптацию она очень быстро прошла, очень быстро нашла общий язык с группой, со своей группой, с преподавателями, очень на таком уважительном контексте разговаривать. И что очень приветствуется, что она, помимо того, что программа у них очень плотная, по образовательной деятельности, при этом она успевает и находить и время для того, чтобы творчески развиваться. На нашем вузе при поступлении есть такие особые условия, которые могут воспользоваться дети-сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучной семьи. У нас, к сожалению, таких тоже есть такой слой населения. Собственно говоря, для них у нас создаются особые условия. Они проходят уже вне конкурса. Подали документы и могут уже поступить на желаемое направление. Я очень рад, что Василина она выбрала именно наше направление, это нефтегазовое дело. Оно очень перспективное. Как вы заметили уже с одногруппников, много девушек молодых поступает. И, то есть это не только профессия для девушек, как бы казалось, это нефтегазовое дело, но при этом из-за того, что направление оно считается бакалавриатом, после завершения учебы они могут уже поступить и на магистратуру, то есть они могут сменить потом профессию. В этом и привлекательность бакалавриата и последующем магистратуры. Василина использует все возможности, которые предоставляет университет в период учебы. В том, чего она достигла, огромная заслуга ее приемных родителей. Василина, вы воспитывались в приемной семье у Галины Ивановны и Сергея Сергеевича. Мы вас снимали, когда, я помню, вы рассказали, что ваши приемные родители научили вас вере в людей, А чему еще вас научили ваши приемные родители? Что они вам дали? Мои родители, дали мне, во-первых, понятие, что такое семья, то есть это огромнейшая любовь, колоссальная поддержка и забота, и по сей день я это чувствую, и с ними общаемся каждый день почти.
То есть вы вот выйдя из семьи, вы поддерживаете отношения? Да, поддерживаем отношения, каждый день созваниваемся по телефону. И во-вторых, они вкладывали большие усилия в мое образование, в мое воспитание и направляли меня в правильное русло. Расскажите, какие у вас планы, мечты, что бы вы хотели достичь в жизни? Сейчас в данное время я хочу развиваться по научной деятельности, да. То есть в прошлом году, когда я училась на первом курсе, я участвовала в 2 научных конференциях. И я думаю, это первый шаг к научной деятельности. И буду развиваться в дальнейшем по этой сфере. Было бы неплохо, потому что сейчас я занимаюсь только волейболом. То есть я вижу только волейбол сейчас, да, в свободное время. Было бы неплохо еще и развиваться по научной деятельности. Вот если бы вы не попали в приемную семью, да, как вы думаете, как бы сложилась ваша жизнь? На этот вопрос я отвечу кратко и ясно. Я бы не имела то, чего имею сейчас. То есть образование, воспитание, в окружении хороших людей я состою, да. Ну вот как вы думаете, Василина, вот на ваш взгляд, приемные семьи вообще нужны, как вы считаете? Конечно, нужны приемные семьи, чтобы каждый ребенок ощутил, что такое любовь, забота, поддержка, самое главное, да. И, дети не должны оставаться без семей, они должны быть в семье. Семья и то окружение, в котором находится Василина, бесспорно помогают ей в жизни. Помимо учебы, главное ее увлечение – волейбол. Василина не только учится играть, но и познает командный дух, сплоченность и умение доверять другим. А главное, что нам хочется отметить, это, несомненно, заслугу приемных родителей. То, что заложили Галина Ивановна и Сергей Сергеевич, помогают Василине уверенно идти по жизни и наглядно показывают огромную роль семьи в воспитании приемных детей. Расскажите, пожалуйста, какие льготы у детей-сирот при поступлении в учебное заведение и в период учебы? Ага. Это актуальный вопрос на сегодня. Действительно, многие задаются вопросом, какова же система льгот при поступлении в средние профессиональные образовательные организации. Хотелось бы тут указать, да, что с этого года у нас в Федеральный закон об образовании внесены изменения. То есть категории лиц с инвалидностью 1-2 группы, а также дети из числа сирот и оставшиеся без попечения родителей у нас в этом году имеют преимущество при поступлении. Это если у них по среднему баллу аттестата при равенстве баллов учитывается категория лиц, да, в приоритете из указанных лиц. А вот уже когда они поступили, у них какие-то льготы есть там по стипендии, по общежитию? Да, и при поступлении у нас есть академическая стипендия. Академическая стипендия у нас имеется для студентов, которые учатся на отлично и на хорошо. Также они получают социальную стипендию. Помимо этого, у них есть возможность выезда в образовательное учреждение, если они, допустим, проживают в Якутске, а им нужно выехать в район 1 раз в год, им выплачивается проезд. Помимо этого, у нас для данных лиц предоставляются льготы на питание и в приоритете при заселении в общежитие. Они у нас идут в первую очередь на зачисление. При поступлении на обучение в средние профессиональные образовательные организации многие задаются вопросом, какие же есть колледжи, куда подать документы. Все это у нас актуальная информация имеется на сайте Министерства образования. Есть очень удобная вкладка «Абитуриент СПО». Там можно ознакомиться как со специалистами, которые ведут работу приемной компании, да, с ответственными секретарями контакта можно узнать, ознакомиться. А также есть у нас на сайте справочник абитуриентов, где тоже указаны, какие профессии, специальности на базе 9, на базе 11 классов, где, в каких районах, в городе можно поступить, тоже можно узнать у нас на сайте. А также у нас ежегодно работает телефон горячей линии по поступлению, номер 84112, год городской, 50 60 44. Можете позвонить, уточнить актуальные для вас вопросы.
Знакомьтесь с милым и общительным Алмазом. Это у нас Алмаз, ему 8 месяцев. Алмаз, ребенок сам по себе очень спокойный, аппетит хороший, умеет гулять, издавать разные звуки. Он потихонечку начинаем сидеть, да, Алмаз? Кушает хорошо, гуляем, когда тепло, да, Алмаз? Алмаз очень любознательный малыш. Даже лежа в манеже, он с удовольствием изучает все вокруг. Алмаз четко соблюдает режим и вовремя ест. Он очень любит молоко, старательно пьет из бутылочки, проявляя хороший аппетит. С удовольствием Алмаз проходит физиопроцедуры. Он спокойно реагирует, лежит, наблюдая и пытаясь общаться гулением и улыбками. Алмазу всего 8 месяцев. Так получилось, что он находится в Центре содействия семейному воспитанию, и ему очень нужна семья. Мы надеемся, что найдутся те, кто станет родителями для Алмаза, окружат его любовью и вниманием, и малыш обретет семью.